Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Ариф Акаба мы вновь собрали для вас самые важные события и тенденции вокруг Абхазии. Все, что актуально на данный момент, что касается нас прямо или косвенно, или влияет на имидж республики. Итак, начнем. По-прежнему новость номер один в мире – это события, происходящие в Украине. Сегодня 26-й день спецоперации России на Украине. Помимо всего прочего, все, что происходит в Украине – это настоящая гуманитарная катастрофа. По данным ООН, из-за конфликта свои дома в Украине покинули уже более 10 миллионов человек. В основном уезжают пожилые люди, женщины и дети. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну из-за военного положения. Война на Украине настолько разрушительна, что 10 миллионов человек бежали. Это касается и внутренне перемещенных лиц, и беженцев, уехавших за границу, написал Верховный комиссар по делам беженцев ООН Филиппо Гранди в своем твиттере. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, большинство жителей Украины, покинувших свои дома, уехали в европейские страны, в Польшу, Румынию и Молдавию. Около 200 тысяч человек, бежавших от ужасов войны, приняла Россия. Как вам известно, беженцев из республик Донбасса также приняли у себя Абхазия и Южная Осетия. До недавнего времени в Сухуме находилось 118 беженцев из ДНР и ЛНР. Если же коротко перечислить все главное на 26-й день военного противостояния, то Владимир Зеленский призвал Израиль передать Киеву системы противоракетной обороны. Российские военные, по сообщениям российского Минобороны, совершают разгром нацбатальона «Донбасс», а санкции против российских банков и нефтегазовой сферы могут расширить в США. Продолжаются бои в Мариуполе. Из всего перечисленного особенно хочется обратить внимание на то, как президент Украины Владимир Зеленский практически каждый день обращается ко всем странам Запада с просьбой вмешаться в то, что происходит, и так, чтобы это вмешательство было существенным и ощутимым. Так он, например, обратился к Германии с призывом снести стену. «Канцлер Шольц, снесите эту стену», сказал Зеленский, вызывая к немецкому канцлеру. После речи в американском конгрессе украинский лидер обратился к немецкому Бундестагу. Зеленский призвал американских законодателей вспомнить Перл-Харбор и 11 сентября. Также он напомнил немцам о Берлинской стене, использовав фразу президента Рейгана, обращенную к советскому лидеру Михаилу Горбачеву. Зеленский упрекнул Берлин в том, что тот поставил свои экономические интересы выше жизни тысячи украинцев. Киев обвиняет Москву в варварском ведении войны, но Россия продолжает настаивать, что не бомбит города. А разрушенный театр в Мариуполе, из-под завалов которого начали доставать выживших людей, это, по мнению Москвы, провокация боевиков батальона «Азов», которые сами взорвали здание, чтобы обвинить Москву в военных преступлениях. Об этом, в частности, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Вину за все случившееся в Мариуполе, в частности, в контексте подрыва здания драматического театра, естественно, киевский режим сразу же попытался возложить на российских военных, которые в его представлении якобы сбросили авиабомбу на здание театра. Но, конечно, это ложь, заявила Захарова. Российские вооруженные силы не бомбят города, и об этом всем хорошо известно. Сколько бы роликов в натовских структурах не монтировали, сколько бы видео нарезок и фотофейков не было бы вброшено, правда все равно пробьется. Мы сделаем все, чтобы эти преступления против человечности не остались безнаказанными, заявила Захарова. Что касается последних санкций и поддержки, которая оказывается Украине, известно, что США выделили дополнительные $800 миллионов военной помощи. О том, из чего именно состоит эта помощь, стало известно из речи американского президента Байдена. Цитата: «В пакет входят 800 зенитных систем, чтобы убедиться, что украинские военные могут продолжать останавливать самолеты и вертолеты, которые атакуют их людей, и защищать украинское воздушное пространство. По просьбе президента Зеленского мы определили и помогаем Украине приобретать дополнительные системы большей дальности и авиационные системы, а также боеприпасы для этих систем. Наша помощь тоже будет включать в себя беспилотники, что демонстрирует нашу приверженность отправке наших самых передовых систем в Украину для ее обороны», сказал Байден. В связи с тем, что происходит в Украине, нам всем, конечно, интересно и важно знать мнение политологов и экспертов о том, как в целом поменяется геополитическая карта мира в свете последних событий. Мировое геополитическое землетрясение. Именно так, пожалуй, можно назвать российскую спецоперацию на Украине, считает доцент Департамента политологии финансового университета РФ Геворг
политолог Мирзоян. Цитата. «Авторшоки от нее меняют всю современную систему международных отношений, разрушают правила и принципы, сложившиеся после окончания Холодной войны. И у государств, которые будут жить в новых условиях, есть, по сути, два пути: их принять, либо им сопротивляться, чтобы в итоге их принять». Эксперт уверен, что это касается всех стран, европейских и азиатских, больших и малых, демократий и не совсем. Касается и всех стран ближнего зарубежья. По ряду позиций западные компании являлись монополистами, и в общем это всех устраивало, продолжает Мирзоян. Все думали, что западные страны живут в рамках рыночной экономики, работают по формуле товар, деньги, товар. Сейчас же выясняется, что Запад абсолютно не стесняется использовать свои монопольные позиции в ряде секторов экономики для политического давления, считает политолог. Эксперт также особо подчеркивает, что изменились реалии информационные. Цитата. «Мы уже привыкли к тому, что западные СМИ являются, по сути, рупорами американской и европейской пропаганды, что для них есть плохие террористы и хорошие террористы, в зависимости от того, на чьей стороне эти террористы выступают. Однако мы не привыкли к массовому использованию соцсетей как инструмента пропаганды», говорит Мирзоян. Соцсети, которые сначала позиционировались как площадки для свободных дискуссий, превращаются в массовые каналы дезинформации. Чем более цифровым является общество страны, тем более тотальной и эффективной становится эта дезинформация. А цифровизацию, как известно, остановить нельзя. Сейчас это синоним прогресса, сказал Мирзоян в интервью агентству «Спутник». Что касается реалий политических, то эксперт отметил, что Америка, в свою очередь, не способна и не желает защищать тех партнеров, которые она натравливала на своих противников из числа великих держав. Да, она может ругаться, возмущаться, вводить санкции, красить объекты в цвета украинского флага, но она при этом не имеет ни воли, ни возможности предпринимать какие-то серьезные действия по спасению Украины. Примерно такая же судьба ждет государства, которые Штаты пытаются натравливать на Иран или Китай, уверен политолог. Также Мирзоян считает, что постсоветским странам сейчас надо определиться, они могут идти в этот новый мир рука об руку с Москвой, Пекином и другими странами, заинтересованными в демонтаже порочной мировой системы, которую США контролируют и которую используют в своих эгоистичных интересах, по мнению политолога. Либо они могут отказаться, дистанцироваться от бунтующей против Запада Москвы и остаться в рамках американской системы. Вот только при выборе второго варианта дальнейшее развитие событий весьма предсказуемо, уверен политолог. А сейчас мы предлагаем вашему вниманию интервью с политологом Лейлой Таня, с которой мы обсудили то, как события в Украине могут влиять и влияют на наш регион. Лейла, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот мы пригласили вас для того, чтобы обсудить вот известные, да, последние события в Украине, спецоперацию России в Украине. Расскажите, пожалуйста, как вам кажется, вот с точки зрения геополитики, политических реалий, как это все будет влиять на наш, можно сказать, регион в целом, да, на Черноморский регион, на Южный Кавказ, на страны, на Турцию, Грузию, что вы уже сейчас видите и что вы можете сказать будет в будущем? На самом деле происходящие сегодня события на Украине, в которые вовлечены теперь уже на данном этапе наш гарант безопасности Россия, безусловно, будут влиять и на ситуацию в нашем регионе, то есть вот в регионе Черноморского, Кавказского региона, или, как иногда называют, Южного Кавказа, Закавказья. Мы являемся частью вот этих вот региональных конструкций. И, безусловно, огромное значение для Абхазии имеет ситуация, связанная именно с позицией России, с перспективой разрешения этого кризиса. И здесь, конечно, очень важно обозначить какие-то вот ключевые моменты. Мы видим, вот каждый день появляется новая информация, и мы видим, какое вот нагнетается информационное противостояние не только внутри сообществ, которые так или иначе связаны с этим кризисом, но и на международном уровне. Вот буквально вчера пришла информация о том, что, значит, через 2 дня после начала военной специальной операции по
денацификации, демилитаризации Украины со стороны России, буквально через 2 дня Украина уже подала иск в Международный суд ООН по обвинению в геноциде России. Параллельно также был подан иск в Международный уголовный суд. Вот. И там тоже начато расследование по военным преступлениям и по определенным категориям тоже международных преступлений. Мы видим, какое идет нагнетание именно с точки зрения норм международного права, с тем, чтобы обвинить Россию в нарушении норм международного права. И звучат очень резкие обвинения в этом смысле. С другой стороны, мы видим, как сами государства предпринимают усилия для того, чтобы не допустить раскола внутреннего в своих государствах, не допустить какого-то, знаете, такого конфронтационного, протестного потенциала общественных настроений внутри своих государств. И с этой целью тоже предпринимаются определенные государственные такие законодательные акты. Вот, например, опять же, совсем вот недавно на Украине было принято решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о запрете действия деятельности некоторых политических сил, в основном это оппозиционные партии. Некоторые из них вообще выступали за отставку президента Зеленского и за прекращение сопротивления военного, потому что с их точки зрения это сопротивление бессмысленно, что, вероятнее всего, Украина не имеет возможности оказывать вот такое военное серьезное сопротивление, то есть поражение неминуемо. Вот для того, чтобы создать вот такие вот внутри своих сообществ более-менее какую-то консолидированную общественную позицию, консолидированное общественное мнение, вот предпринимаются такие меры. А с другой стороны, мы видели, уже говорили об этом, и Россия тоже предприняла законодательные меры. Это, например, уголовная и административная ответственность за, скажем, дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации, за иные клеветнические вбросы в информационное пространство, и все это можно понять. Кроме того, мы знаем, что и Украина ввела уголовную ответственность за отрицание или оправдание агрессии, так называемой агрессии России против Украины. То есть вот все вот эти меры направлены на то, чтобы вот та доктрина, которая на данный момент сформирована, скажем, как на Украине, так и в России, была поддержана и внутри сообществ, внутри государства, и, что еще более важно, на международной арене. Потому что вот сегодня мы видим, что формируются целые коалиции государств против России. Но, в общем-то, это не новость. Мы знаем, что вот такое обострение, оно уже шло давно, и Россия обращала внимание на то, что ситуация с безопасностью, с угрозами для безопасности России, она уже фактически вышла за все возможные допустимые рамки. И до этого, вот как мы помним, Россия предложила для обсуждения НАТО и для обсуждения Америки проект договоров, где можно было бы найти взаимоприемлемые решения для того, чтобы снизить риски безопасности для России. И тут самое главное была вот статья 4, где говорилось о том, что НАТО не должно приближаться к границам России, то есть необходимо прекратить расширение НАТО на восток, ближе к границам России, и вернуться к ситуации 1997
года. Вы имеете в виду Минские соглашения, да, о которых говорили? Нет, это Минские соглашения, они фактически несколько лет уже как бы должны были действовать, но они саботировались фактически Украиной. И вот в рамках этих Минских соглашений речь шла именно о взаимоотношениях Украины и Луганской и Донецкой областей, которые на тот момент, несмотря на то, что они объявили свою независимость, провели референдум о независимости еще в 2014 году, но на период до их признания со стороны России, Россия рассматривала их в рамках Минского процесса как часть Украины. Тот договор, проект договора, о котором я говорю, проекты договоров США и НАТО, это договоры о гарантиях безопасности для России в связи с расширением НАТО на восток. И вот самое главное, что представляет для нас интерес, например, это вот, скажем, пункт 4, где говорится о том, что США и НАТО обязуются не располагать военные базы свои, вообще осуществлять военное сотрудничество со странами постсоветского вот такого блока, со странами, которые образовались после распада Советского Союза и фактически являются соседями России. Но поскольку вот эти предложения со стороны России, причем настойчивые предложения, были практически проигнорированы, не было дано никаких гарантий того, что Украина, скажем, не будет вступать в НАТО, или Грузия не будет вступать в НАТО, чего требовала Россия, то, в принципе, можно считать, что вот это и послужило, руки, да, можно сказать. Это и послужило детонатором вот того кризиса, который мы наблюдаем сегодня. Лила, позвольте, все-таки я хочу вернуться, вот, допустим, вот к таким вопросам. Вот, к примеру, после того, как обрушилось ряд санкций на Россию, да, со стороны западных стран, как вы знаете, ни Грузия, насколько я знаю, и Турция также, да, не поддержали эти санкции. И вообще, особенно мы хорошо знаем, что в Грузии довольно сильное такое антироссийское настроение, да, воззрение, можно сказать, и тем не менее их правящая партия, они не поддерживают эти санкции, говорят, что сейчас они поддерживают, точнее, в мире, да, как будто бы с Россией. Вот как вам кажется, вот прокомментировали бы вы вот это, и вообще вот именно позиции стран, которые очень близко от нас расположены, Турция за морем, Грузия совсем рядом, да, граничит с нами, вот их позиции и вот их ситуация, вот в данной ситуации, вот это было бы интересно услышать от вас. На самом деле мы видим сегодня, что ряд стран, которые проголосовали за резолюцию ООН о признании агрессии со стороны России, то есть это резолюции против России, вот, и ряд стран, в том числе, кстати, и Турция, и Грузия, они проголосовали за то, чтобы Россия была объявлена агрессором. Но, тем не менее, они не поддержали введение санкций. Но здесь, конечно, кстати говоря, Грузия объясняла эту свою позицию. Она объясняла эту позицию тем, что это не соответствует экономическим интересам Грузии. И, как мы знаем, Грузия имеет очень большие дивиденды от экономического сотрудничества с Россией, ну, в частности, туристический компонент очень важен для Грузии и ряд других позиций. Российский рынок важен для грузинского сельхозпроизводителя. То есть это чисто прагматическое решение, которое совершенно не означает, что Грузия становится дружественным для России Нет, государством. но она может означать другое. Она может означать еще и то, что они боятся быть следующими, как пишут многие политологи, да, как многие наблюдатели. И как бы это превентивная мера. Многие ведь об этом пишут. Но вы знаете, если бы это был бы решающий мотив со стороны Грузии, она бы не голосовала по поводу резолюции об объявлении агрессии России за эту резолюцию, то есть фактически за вот этот обвинительный вердикт против России, она могла бы воздержаться. Нет, я думаю, здесь как раз-таки Грузия включает, конечно, очень разноформатные такие
механизмы работы с Россией, и в том числе, так сказать, мягкую силу в отношении России, кстати, точно так же, как и в отношении Абхазии. И результатом вот такой мягкой силы являются некие такие какие-то политические силы. Ну, в Грузии они не особо влиятельные, но те силы, которые даже заявляли о том, что, значит, Грузия может рассматривать нейтральный статус Грузии, она выступает за то, чтобы наладить отношения с Россией. Но насколько их влияние велико в Грузии? Я думаю, в принципе, в грузинском обществе их влияние невелико. А с другой стороны, очень влиятельные политические силы в Грузии и влиятельные общественные силы, они обратились к НАТО, ну, относительно недавно, с призывом ускорить принятие Грузии в НАТО. А некоторые, кстати говоря, известные политические деятели, вот так же, как Зеленский, вдруг стал говорить о том, что Украина хотела бы вернуть себе ядерный статус. Вот в Грузии есть политики, которые требуют не только ускоренного размещения баз НАТО на территории Грузии, но они хотят, чтобы эти базы были с таким ядерным арсеналом. Но вот вы можете себе представить, да, какая это угроза. И для нас, в первую очередь, непосредственных соседей Грузии, но и для России, которая тоже, в принципе, соседствует с Грузией и имеет оборонный союз с Абхазией, вот, стратегические отношения с Абхазией. Даже если Грузия устроит некую провокацию против Абхазии, то в соответствии со стратегическими договоренностями Россия обязательно будет здесь вступать со своим военным арсеналом. То есть это даже страшно представить, что из этого вообще может выйти. Но, тем не менее, вот такие угрозы существуют. Еще один момент. Вы знаете, вот опять же вот на днях, ну, вот каждый день буквально какие-то новости приходят, очень такие, знаете, беспокоящие новости, тревожные для нас новости. Вот сейчас, например, пришла информация о том, что Международный уголовный суд в Гааге, кстати говоря, Россия вышла в 2016 году из Римского статута, то есть на нее, в принципе, решения этого Международного уголовного суда не распространяются. Но дело в том, что все эти решения, они имеют большое значение для формирования общего климата вокруг России, общего международного контекста вокруг России. Ну, это как минимум. Вот. И в соответствии с решениями вот, недавними Международного уголовного суда по событиям 2008 года, мы все прекрасно знаем, что Грузия совершила агрессию против Южной Осетии, и комиссия Тель-Авива подтвердила факт, что именно Грузия первой начала обстрелы и начала военные действия против Южной Осетии. Самое интересное, что и многие политические деятели, например, в 2012 году, когда грузинская мечта шла к власти, вот самой главной такой обвинительной позицией против Саакашвили была именно позиция, что он развязал войну в Южной Осетии. Тогда это использовали как политический козырь его как политический козырь, очень многие говорили об этом. Кроме того, вот, например, в Европейском суде, опять же, не так давно, когда рассматривались, опять же, иск Грузии к России, например, российская сторона в порядке защиты, она ссылалась на книгу нынешнего президента Саломе Зурабишвили, где она писала о том, рассказывала о том, как вот Саакашвили, дескать, вот нехороший такой президент, который вот принял решение атаковать Южную Осетию. То есть очень много свидетельств таких влиятельных политических фигур о том, что именно Грузия начала агрессию. То есть внутри Грузии, внутри Грузии, на международном уровне тоже, вот в Тель-Авиве, это же была создана комиссия от Европейского Союза. Ну, что я хочу сказать? А решение сейчас Международный уголовный суд
принимает в пользу Грузии. Да, против осетин. Да, против осетин. Они, значит, обвинили в совершении военных преступлений вот ряд официальных осетинских деятелей. И причем прошло это абсолютно под шумок. То есть эта информация сейчас, она настолько была задавлена вот всей этой вот украинскими, то есть абсолютно не получила должного отклика, хотя это действительно важно, особенно для Южной Осетии такой момент, и они какой-то дали ответ, но все это было абсолютно не услышано, потому что сейчас главный информационный поток — это российско-украинские вот отношения, конфликт, и поэтому вы правы, да, я вот читала эту новость и удивилась, что даже осетин обвинили в том, что они агрессоры, и вы буквально понимаете? Назвали вот несколько. Ну, мы можем представить, что будет сделано и в отношении Абхазии, тут нет никаких сомнений, хотя я подчеркну, и Шеварднадзе, если мне не изменяет память, 2010-2011 год, он давал публичное интервью, в котором это есть в архивах и выставлено и в интернете, вот, где он буквально вот в таких выражениях называл ввод войск в 1992 году. Он не сказал, что это просто какая-то случайность там, и так далее. Он это назвал преступлением. Он сказал, что это большая ошибка и это преступление. Правда, он попытался как бы свалить эту ответственность за это преступление на тогда ее селяне, китоване, но все понимают, что основная ответственность относится к президенту, который дал добро на вот такую агрессию против Республики Абхазия. Вот в связи с тем, как вы вот задали мне вопрос, как это может повлиять вообще все вот эти вот события, весь этот контекст, вот этот вот, знаете, теперь уже не просто информационные средства массовой информации, да, устраивают такую атаку, да, на Российскую Федерацию, но уже на уровне определенных международных уголовных судов, допустим, как вот мы сейчас говорили, или Высший суд ООН, который определяет ответственность государств и рассматривает споры между государствами. Сейчас он рассматривает, значит, иск Украины против России, и там принято вот предварительное решение, временное решение. Пока еще по сути вопрос не был рассмотрен, но временное решение о том, что Россия должна прекратить, дескать, агрессию. И вот как реагировать? Естественно, Абхазия, как стратегический союзник России, безусловно, поддержала Россию в этой трудной ситуации, сложной ситуации. Ну, как мы знаем, друзья познаются в беде, такая пословица. И здесь, я думаю, Абхазия, конечно, очень достойно себя повела, потому что она и признала сразу, после буквально признания России, ЛДНР, Абхазия тоже признала их независимость. Вот. И кроме того, Абхазия поддерживает в целом политику России. Я вообще считаю, что и для нашей внутренней аудитории в Абхазии очень важно вот сделать такие разъяснения именно в контексте норм международного права, учитывая вот тот наезд на Россию именно с точки зрения нарушения норм международного права и якобы международных преступлений. Значит, первое. Значит, мотивом для объявления специальной военной операции по демилитаризации и денацификации на Украине президент России Путин объявил защиту мирного гражданского населения ЛДНР, подчеркну, коренного населения, русскоязычного населения, защиту от геноцида. Это первый очень важный момент. Второй момент. Россия признала независимость этих республик после того, как была практически полностью саботирована попытка через Минские договоренности найти формулу мирного урегулирования. Только после этого Россия признала их независимость, потому что невозможно было уже подвергать такому вот действительно массированному уничтожению мирное население. Третий момент. Россия подписала определенные договоры с ЛДНР, и в рамках этих договоров по просьбе ЛДНР
Россия оказала военную помощь, потому что на сегодняшний день территории Донецкой и Луганской областей еще не освобождены от вооруженных сил Украины, и поэтому требуется военная помощь для того, чтобы эти территории полностью освободить. Кроме того, обычно вот такого рода операции, они осуществляются с определенными целями. И прежде всего эта цель в данном случае – это принуждение к миру Украины, которая в течение 8 лет обстреливала и осуществляла военные атаки на мирное население ЛДНР. Поэтому вот эта операция с точки зрения вот этой цели принуждения к миру, а также цели денацификации, демилитаризации, они соответствуют международному праву, а именно статье 7 Устава ООН. Главе 7 Устава ООН, статья 42, которая регламентирует и легитимизирует применение вооруженных сил в отношении агрессоров. То есть вот эти ключевые позиции, которые должны очень четко звучать на международном уровне, тем более, что они в определенном смысле коррелируют и с позицией России по признанию Абхазии и Южной Осетии. Как мы помним, основной мотив был защита от геноцида. И в этом контексте Россия выступает совершенно в другой роли вообще в регионе. Россия выступает как гарант безопасности малых государств и малых народов. А мы знаем, что в Уставе ООН прописано, что необходимо обеспечить равенство больших и малых наций. Вот все вот эти позиции, как мне кажется, они крайне важны, и они будут определять будущность вообще нашего региона, в котором проживаем мы, Абхазия, как малое государство, и, в принципе, другие малые государства. Но Армения – это тоже малое государство на фоне, на фоне больших глобальных игроков. И, конечно, все сегодня зависит от того, как скоро будет завершена вот эта вот специальная военная операция, а мы со своей стороны уже сегодня должны обдумывать архитектуру, будущую архитектуру, по крайней мере, того региона, в котором мы проживаем, с той целью, чтобы обеспечить безопасность и малых государств, и малых народов, которые проживают в этом регионе. Предварительно мы можем сказать, что, например, вот такие острые конфликтные ситуации, как, например, армяно-азербайджанский конфликт. Но, в принципе, там достигнут, в общем-то, определенный консенсус, и мы знаем, что сегодня Пашинян уже выступал с такой позицией, что он готов рассматривать мирный договор с Азербайджаном. А Азербайджан сразу после завершения Второй Карабахской войны, он сказал, что конфликт завершен, потому что фактически этот конфликт означает капитуляцию Армении. И эту позицию, кстати, поддерживали и армянские эксперты, хотя мы с вами прекрасно знаем, что Азербайджан не восстановил полностью контроль над всей территорией Карабаха, и часть территории Карабаха, она вот разделена миротворческими силами России. Тем не менее, вот с такой позицией выступил Азербайджан, как бы с позицией логики победителя. Да, я думаю, что тут еще очень много о чем можно говорить. К этому конфликту тоже разные отношения. Многие все равно считают его замороженным, а не разрешенным. Да? И вообще много есть тем для обсуждения в дальнейшем. Лейла, спасибо вам сегодня, что вы пришли и ответили на наши вопросы. Пожалуй, это все на сегодня. Мы будем продолжать держать руку на пульсе событий и отслеживать самые важные события вокруг Абхазии. До новых встреч в эфире.